Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости канала, огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие, добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Мои дорогие, тема сегодняшней отсыпочки звучит так. С кем найдете свою любовь и свое счастье? Если тема вам интересна, посмотрите на песочек и загадайте на себя. Назовите свое имя и задайте такой вопрос. С кем я найду свою любовь и свое счастье? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим. С кем вы найдете свою любовь и свое счастье? Так. Знаете, вот несмотря на то, что это общая отсыпка, у меня здесь два варианта выходит. Первый вариант – это девушки, которые уже нашли свою любовь и свое счастье. Вы уже либо в браке, либо в отношениях с тем, кто вам, как говорят, по судьбе. Для того, чтобы раскрыть весь ваш потенциал и все возможности в любви и счастье вам подарить. А у кого-то еще все впереди. Ну, давайте начнем с тех, кто у нас уже обрел свою половинку, да, свое счастье. Послушайте. У многих сегодня ситуация непростая. Здесь какие-то есть препятствия. У кого-то это невозможность прямо сейчас и здесь быть вместе, заключить законный брак. У кого-то это проблемы в семье, да, вот какие-то споры, ссоры, выяснения, какая-то вот белиберда происходит. А кто-то вот прям, знаете, вот расстояние и все, вот никак не преодолеешь. И как бы сильно вы друг к другу не хотели, не стремились, вот сейчас это вот бан стоит, да, на то, чтобы вы были вместе. Кто-то сомневается, кто-то пытается увидеть знаки судьбы в этой ситуации, да, что вот раз не пускают в отношения, значит, это не мое. Либо раз мы там все время ругаемся, ссоримся, значит, это была ошибка вступить в эти отношения, создать эту семью, брак. Послушайте, особенно вот у кого-то отыграется, что вот есть такие друзья, которые в уши льют, да, подруги, может быть, родственники, там, ревнивые мамы, которые начинают говорить: да нет, это не твой мужик, это все там плохо, он все делает плохо, гони его прочь, там, никак не преодолеть расстояние, да это судьба вас не пускает. В общем, что-то может быть в этом роде. Ваши отношения, они, знаете, как будто бы закаляются. Чтобы вам быть вместе, чтобы построить эти счастливые отношения, и вы, и ваш партнер должны друг другу довериться. Понимаете? Прям на все 100. Вот закрыть глаза и назад упасть, чтобы партнер тебя поймал. Только в такой ситуации вы действительно выйдете в тот зенит, да, счастья, который вам обещан самой судьбой. У вас к этому человеку, вот смотрите, вот оно кольцо, да, и в кольце двое стоят. Вот мужчина, вот женщина, голова к голове. Голова к голове. Это ваша судьба. И каждая из вас, либо каждый из вас понимает, что ваш партнер – это именно тот человек. Именно тот. Ваша интуиция, ваше сердечко вас не обманывает. Но вот прям, понимаете, у вас сейчас период преодоления. У каждого из вас есть какие-то свои косяки, большие да малые, да, какие-то тайны, секреты. Может быть, даже не до конца можете друг другу довериться. Вот как только вы от этой скверны очиститесь, и вы, и ваш партнер, вот путь будет полностью открыт. Я вижу, что вы сможете это сделать, вы сможете преодолеть. Первый начнет, либо сделает мужчина, с его стороны пойдет. Женщине посложнее. Почему? Потому что женщина, она такая, знаете, вот прям немножечко внушаемая, наверное, да. Вот девочки, вот этих своих советчиц под коленом гоните. Вот кем бы они вам ни приходились. Здесь
Если от любви они это делают, то тут, ну, действительно, они заблуждаются. Если от зависти, то сами понимаете, да, часто такое бывает. Там, например, подруга, да, одиночка, видит, что вы там в хороших отношениях, думает: о, не камильфо, возьму-ка я туда говнеца, да, подолью, и мне будет хорошо, да, что они там спорят, ругаются. Ну, по крайней мере, не буду видеть эти счастливые лица. То есть у кого-то прям такие друзья, знакомые есть. У кого-то, как ни странно, может мама ревновать. Понимаете, вот ревновать и все. Видит, что вы счастливая, думаю: ну, блин, ну как так, да? Ну вот я хочу, чтобы она со мной была счастливая. Моя доченька, да, со мной, либо мой сыночек со мной. И вот эта ревность не дает покоя. Вообще думает: ох, заберут, отберут, что ж я там одна останусь, буду делать. И от этой ревности рождаются вот такие гадости. То есть прям нужно, знаете как, вам вообще нужно отделиться. Вот вы как в сфере находитесь, да, вам нужно отделиться от всех и вся. И не позволять ни одной живой души вот вставлять свои 5 копеек в ваши отношения, в вашу любовь. Вообще возьмите себе за правило, чтобы не распространяться о том, что происходит у вас не только в постели, но и в вашем доме, в вашем сердце. Я понимаю, что когда эмоции переполняют, хочется ими обязательно поделиться. Кто-то прям нуждается в том, чтобы вот эту разрядку получить, да, когда вы рассказываете о том, что происходит. Ну тогда в зеркало рассказывайте. Либо, я не знаю, там, купите себе там, портрет какой-нибудь, да, человека. Вот назовите его там каким-то именем, да, там Коля, Вася, Нина, Даша, да, и рассказывайте этому портрету. Вы знаете, и вам будет легче, да, и вот эти все уши, которые прям, знаете, такие острые, навостренные, направлены как локаторы в сторону ваших отношений, вашей семьи, они вот, знаете, как в трубочку свернутся, да, потому что вы им полностью все заблокируете, и не будет повода и возможности туда к вам лезть. Я вижу, что эти отношения счастливые. Вы должны быть вместе, вы будете, и в жизни у вас все будет просто замечательно. Так, для тех, кто у меня сейчас еще не встретил, вы сейчас, вот как ни странно, ходите по дьяволу. Видите, вот она рогатая голова, да, уши и рога. И с правой стороны у вас Луна, а с левой стороны у вас дельфинчик, скажем так, да, романтика и сомнения. Интуитивно вы чувствуете, что одному либо одной вам не быть, да, что где-то есть ваша половиночка, где-то есть тот прекрасный идеальный человек, который полностью как вы, да, который является частью даже, да, вас. Все вы правильно чувствуете, но либо человек уже был в браке, в отношениях, либо настрадался, натерпелся. У кого-то, может быть, там отец или мать чудили, да, то есть страх какой-то, да, либо от родственников наслушались каких-то жутких историй, либо от друзей, либо были даже свидетелем чьей-то жизни, там, где с человеком достаточно жестко поступили. Вот избавляйтесь от этого дьявола, избавляйтесь от этой луны. А у кого-то, это маленький процент людей, но эти люди уже точно за собой знают, магически было перебито личное счастье. Так тоже делают. Если мужчина, то мужчину там привязывали, присушивали и так ему перерубили, полностью завязали вот этот любовный канал. Если женщина смотрит, значит здесь достаточно жесткими магическими методами у женщины либо счастье украли из жизни, да, либо вот прям тоже, знаете, как негативно вели, да, и он очень сильно повлиял именно ваше личное счастье, работа, деньги, то есть тут все вместе навязано. Еще раз говорю, да, кто за собой знает магию, да, тот в ней живет, тут уже что кривить душой, да, человек понимает, что что-то с ним не так. Вот, но у многих отыграется как страх, как комплексы, как сомнения, боязнь ошибиться, боязнь попасть в какую-то там кабалу и зависимость. У кого-то отыграется как душевная травма, которую нанес тот, кого вы думали, любили, ценили, уважали, за руку тянули, да, помогали человеку, а он вам, извините, нагадил в душу и был таков, да. Человек ушел, а его экскременты остались. Поэтому, мои дорогие, здесь нужно работать над собой обязательно. Нужно себе давать установку, что не все люди одинаковые, что да,
Да, бывают и плохие люди, бывают и хорошие. И пока вы не начнете общаться, да, вы не узнаете, кто перед вами, хороший либо плохой человек. Это первый момент. Второй момент. Кто у меня тут намагиченный, пострадавший от магии? Конечно же, занимайтесь тем, чтобы себя от этого избавить. Здесь могут пригодиться любые способы и методы, начиная от обращения к специалистам, заканчивая, ну, просто банально, вот я уже много раз советовала, да, делать откупы. Ходить и откупаться, вот сердечно просить за себя, чтобы вас освободили от этого негатива, чтобы избавили от него, чтобы дали возможность жить, дышать и радоваться этой жизни. Все получится. Ну и вот прям самые травмированные у меня психически, психологически, здесь либо духовные практики помогают, либо действительно обращайтесь к специалисту, психотерапевту, психоаналитику. Как получится, как сможете. Но здесь нужно поработать над собой. Мужчина будет, вот он, видите, какой красавчик идет. И здесь и стабильность, и любовь, все будет, да, либо женщина, вот если мужчина меня смотрит. Потому что у вас все-таки в сегодняшнем дне Луна, да, а в будущем вот он, этот дельфин. Романтика, любовь, влюбленность, все будет. Уберите эту козлячью голову, и все у вас наладится. Мои дорогие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.